Tangkı Efir. Tangkı Efir. Бақыт Уморов. Ассаламу алейкум. Улатаешься, Бақыт. Меня слышно хорошо? Да, поделиться кусок Tangkı Efir'den. Жолдошбек Жақыпбек. Ну все да. Мен эфирді баштай берейін. Эфирді орысшасынан жүргіземін. Анткени бир компания боюнча айтам. Аякта бөлөк мамлекеттин жараны бар. Ошол компания боюнча кичине маек жүргүзөм. Ошол жөнүндө айтам. Андан тышкары орысчасынан айткан себебим мен толуктоолор менен, анткени толуктоолор аякта жалаң орысча. А теперь, уважаемые фейсбукчане, уважаемые друзья, сейчас я еду на один очень интересный процесс. Очень интересный процесс. В этом процессе очень сильно заинтересованы лица, которые близко расположены к нашему президенту. В этом процессе очень сильно заинтересован господин министр, говорят, министр внутренних дел Улан Ниязбеков. В этом процессе заинтересованы также некоторые члены семьи нашего президента. Я ничего не хочу плохо о них сказать. И, кстати говоря, я их не призываю, но вопрос в том, что я еду на этот процесс и доподлинно хочу увидеть всю картину, которая непосредственно идет вокруг одной компании. Данную компанию, когда начали рассматривать доводы этой компании, эта компания очень сильно бросилась в глаза, власти, можно сказать, очень сильно бросилась в глаза, потому что она очень перспективная компания. Это компания, которая зарабатывает хорошие деньги, очень хорошие деньги. Сейчас название этой компании я говорить не буду. Почему? Потому что я сейчас доеду до этого, изучу материалы дела и посмотрю. Но вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что когда уже начали проявлять интерес к этой компании со стороны силовых структур, правоохранительных органов или же со стороны окружения нашего первого, то в этот момент эти уже люди, которые поняли, что они их просто так не оставят, эти люди просто взяли и покинули наше государство, потому что там были вложены деньги, но они покинули наше. На счету этой компании, есть, наверное, скорее всего, деньги, большие деньги, я так думаю, есть на счетах. Я еще пока не изучил дело, но вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что когда эти люди убежали, то есть уехали от преследований и боязни, что их посадят и заставят заставят забрать компанию, то здесь очень интересный факт вышел. Главное управление быстренько на этой почве
возбуждается уголовное дело без представителей этой компании, возбуждается уголовное дело. После возбуждения уголовного дела делается предъявление, заочное предъявление обвинения. Вот. Данное дело быстренько рассматривается, расследуется. И что самое интересное, до этого они вводят временного администратора и ведут эту компанию к банкротству. И когда делают предъявление обвинения, по словам моих представителей, то предъявленное обвинение подписывает вот этот ликвидатор, который ликвидационную операцию проводит, и банкротов делают, и он подписывает эту бумагу в предъявленном обвинении. Сейчас дело находится в суде. Дело находится у господина Ибраимова с Первомайского суда. Насколько мне стало известно, это дело очень так секретно вели, дежурных адвокатов там быстренько подвели, и хотят на сегодняшний день уже вынести судебное решение по данному делу, и потом уже при помощи ликвидационных сотрудников, которые к ликвидации пришли, временного администратора. Потом временный администратор подписал, хотя временный администратор не имеет права подписывать предъявленное обвинение, в его полномочия это не входит. В его полномочия входит только в части банкротства. А здесь получается очень интересная ситуация. Эту компанию просто хотят забрать. Те деньги, которые существуют на счетах, они просто их хотят разморозить судебным решением, и судебным решением все эти деньги снять. Я так понял, там очень большие деньги. И по словам моих представителей, которые находятся в дальнем зарубежье, они говорят, что в этом заинтересованы очень близко расположенные люди к нашему президенту. А также в этом деле якобы есть какое-то присутствие самого министра внутренних дел Улана. Это я утвердительно сказать пока не могу. И не буду утвердительно это говорить. Почему? Потому что я еще пока не ознакомлен с материалом дела. Но уже на сегодняшний день ситуация, уже показывает, что данное дело сфабриковано только для того, чтобы эту компанию захватить рейдерским путем. А зачем? Процветающая компания рейдерским путем захватывать. И вот здесь у меня просто встает один такой вопрос. Уважаемые, близкое расположение к господину президенту. Уважаемые, если даже есть участие министра внутренних дел Улана, я, конечно, перед ним извиняюсь. Если это не он, я принесу извинения, что его там нету. Если есть, то я вам хотел бы сказать одну интересную вещь. Уважаемые, зачем вы подставляете президента нашего? Я вот не могу понять, почему вы так стараетесь, так усиленно стараетесь сделать нашему президенту саботаж. Вы же делаете саботаж нашему президенту. Вы делаете такой же саботаж Камчыгу Дашираевичу. Зачем вам это надо? Зачем вам это надо? Для чего вы так стараетесь сильно, чтобы наш президент завтра опять выходил и опять говорил? Ведь вы подставляете президента, вы подставляете Камчыгу Дашираевича. Вы видите, что творится сейчас, и так народ уже злой. Вы посмотрите, какой народ злой стал. Вы вспомните практику 2005 года, 2010 года. 2020 года. Вспомните, посмотрите, что он творится. Народ вот именно шел, народ обозлился. Когда народ обозлился, просто искринка упала, и на этом взорвалось все. Зачем вам это надо? Все должно проходить в рамках конституционного поля. А вы сами подталкиваете, именно вы
ближайшее окружение нашего президента, вы подталкиваете, родственники, вы подталкиваете нашего президента на такие, чтобы о нем говорили. Почему вы так усиленно хотите, чтобы наш президент опять попал в очередную интригу, скандал? Зачем? Почему вы все время стараетесь подставить нашего? Для каких целей вы так хотите? Живите уж с миром. Дайте нашему президенту доработать. Дайте Камчыгы Дыршаевичу доработать. Вот что делает Камчыгы Дыршаевич, это вообще шикарно. Что делает президент, это тоже шикарно. Вот Баласару открыли, ГЭС, сейчас всю Таласскую область. Вы понимаете, вы просто то, что делает президент, и то, что делает Камчыгы Дыршаевич, вы просто вот эти родственники, близкое окружение президента, вот такие министры некоторые, вы просто берете и все смываете, что хорошие дела делает наш президент. Вы просто берете и смываете. Зачем вы это делаете? Я понимаю, если я сейчас изучу это дело, я поеду в суд. Я обязательно сегодня буду участвовать в данном суде, потому что меня по данному делу наняли. Меня по данному делу наняли. И я по данному делу, я сейчас буду все полностью ознакомливаться с материалами этого дела. А вы подали специально в Первомайский, потому что Первомайский суд, он подконтрольный суд, бесхребетный суд. Вы запугали судей Первомайского района. Запугали до такой степени, что каждый ваш чих и вздох они выполняют. И вы даже здесь не понимаете, что завтра судью за то, что вынесет приговор, или те, которые вынесены ранее определения, постановления, незаконные постановления, оно все даст о себе знать. И завтра судья будет отвечать. А я вам авторитетно заявляю, когда придет время окончания конституционного срока, когда новый президент будет баллотироваться, или же, может быть, будет баллотироваться также Садыр Нуркожоевич, но все равно разборка по этим делам будет. И судьи, вы первые будете те, которые будете отвечать. И я вам отвечаю, я вам авторитетно заявляю. Я на вас всех заведу уголовные дела. Я постараюсь вас всех привлечь к уголовной ответственности. Судьям я еще раз вас предупреждаю, в особенности 3-4 судьи Первомайского районного суда. Я вас привлеку к уголовной ответственности. Вы незаконные выносите решения. И я за незаконное решение я привлеку вас. А то, что вас председатель Первомайского суда заставляет делать, потому что он сам такой, он всегда удовлетворяет все потребности силовых структур. Я это сделаю. Придет время, и я этим займусь. Я принципиально этим займусь. Поэтому я так думаю, уважаемый близкое окружение нашего президента и члены семьи близких, куда шүгүр жетип ататпай, куда шүгүр аргаш жерге эмне мурдуңар тыгып атасыңар, Кудай урбады. Элге жаман көрүп атпайсыңар биздин ажообузду. Мына жасаган иштерин баарын жокко чыгарып атасың. Мына кече Баласару ачылды, Таласта аэропорт ачылды, Караколдо аэропорт бүтүрүп атат. Кандай сонун иштер жасалат. Ошолордун баарын силер жууп салып атасыңар. Монда ачык айткан мендей адамдар жууган жокпуз. Ушунда ачык айткан адамдар биз жууп аткан жокпуз. Биз деген баарын айтып атабыз. Силер деген вообще чересчур аша чыгып кеттиңер. Кудайга шүгүр десеңер, мондай Кудайга шүгүр деш керек да, мындай ошо Кудайга шүгүр ушу азыркы болгон эмеге жеттик дегенге. А силер болсо баратасыңар, дальше эметип атасыңар. Ар кайсы жерге мурдуңар тыгып атасыңар. Силер ошо мурдуңарды тыккан жериңер менен ар бир нерсе чыгым. Эл унчукпай калбайт да. Кээ бирлер корккондон унчукпайт, бирок убактысы келгенде сүйлөйт. Анан кийин сүйлөгөндө катуу сүйлөйт. Ар бирөөнүн мындай өзүнүн убактысын чеги келет да. Мындай таң калам да силерге. Шүгүр эле жашап атасыңар го, шүгүр.
Президентті подставлять еткеніңер бұл қандай түсінсе болады. Азыр биякта могу жерде кээ идиоттор чыгат дет жерде президентти сөз тийип атат деп. Силер туура бурмалап атасыңар, понимаете? Силер сөздөрдү бурмалап президентке жеткизип атасыңар. Анан тет жерде туруп алып туруп кайда фейк фабрикаларыңар, троллдоруңар сайып алып, тети $100 кыздарыңарды сайып алып демеле акылды үйрөтөсүңөр. Анын баарын эл түшүнүп калган, анын артында уруп ойнобойт. Элдин баары айтып атат. Элдин баары айтып атат. Сот системасын өлтүрдүңөр. Мына канча президенттин буйруктары, тапшырмалары көрүп жүрүп, мына канчасын иштеп ушу практикада көрдүм. Азыр эң эле жаман бүт судебный система өлдү деген бул президенттин астында болот. Президент наоборот айтып атат, айткыла, тигиткиле деп ал айткан сайын мына жерде офистер наоборот өзүнүн иштерин кылып туруп, наоборот президентке саботаж кылып атат. Кызыксыңар. Мына заочный приговор деген жок. Заочный предъявление бар, рассмотрение бар, ошолор. Бирок бул судебный практикада, УПКда заочный приговор деген жок. Кантип азыр ошо приговорду тигилерге айтып, анан кийин ошонун негизинде исполнительный лист алып туруп, ошол компанияны распечатать этип, ошол жакта көп суммада акчаны алып кеткен тасыңар, эмне кереги бар? Айтпай калат деп айтпагыла, ойлобогула, что муну деген эртең күндө унчукпай калат. Мен айтамын. Мен азыр бул ишке катышамын, мен бул ишке катышып туруп, мен айтамын анын баарын. Азыр баарын билейин, толугу менен билейин, мен баарын айтам. Төкпөй чачпай айта берем. Анан ошондо мен жамандайсыңар президентке барып. Мына бул деген тыйынтып атат, бул деген призыв кылып атат. Мен эч качан призыв кылбайм, запомните. Дагы бир жолу айтып кетейин. Мен эч качан Садыровага прочу чыкпайм. Мен эч качан Камчы Ойкеге прочу чыкпайм. Бөлөк бирөөлөр болсо чыкмакмын, бирок мен Садырова менен Камчы Кыдыршевичке мен бөлөк чыкпайм. Анан кийин тет жерде бир идиоттор бар, могу жерде тупой идиоттор, азыр чыга калат могу жерде. Пахта коюп атасың. Мен пахта койгон жокмун. И пахта койгондой оюмда жок. Мынга бийлик жетишпейт. Мага эч качан бийлик да керек эмес. Мен деген чыкырган бийликке кел, олтур деген. Мен бийликтин кишиси эмес, мага бийлик керек жок. Мен Кудай шүгүр өзүм жашоомду эле жашап атам. Өзүм бизнестерим бар, акырын өлбөс жаным жыргап эле жүрөм. Мынга жетпей калды, тигине кылдап сүйлөйсүңөр. Мен айтып атам, дагы бир жолу айтайын. Мага бийлигиңер керек жок. Садырова менен Камчы Ойкеге мен деген эч качан каршы чыга албайм. Бирок мен өзүмдүн оюмду айтып жүрчүмүн, айтамын. Туура эмес кылып аткан кадамдарыңарды айтамын. Мыйзамга дал келбеген кадамдарыңарды айтамын. Ош жерде үй бүлөсүңөр, кимиси болобу, Сабыр Байке болобу, Дөкү болобу, кимиси болобу, айтамын. Как оно есть, айтамын. Мына тет жерде кыйын киши болаттыңар эле, Атачурк паркын тигинттиңер, азыр эметебиз, снос клаус. Анан кийин тет жерде жигиттер, пакистанецтер менен чыгып калса, сразу задний тептиңер го. Задний теп туруп, соттун чечимдери менен деп койдуңар. Уланчык привет. Соттун чечиминен деп кайра задний тептиңер. Анын баары элдин баары көрүп атат да. А бирок Атачурк паркындагыларды силер кантип кетиресиңер? Ошону просто мага түшүндүрүп бергилечи. Мына Айбек, өзүм кудамсың, мындайча айтканда. Айбек просто бир эме да. Кызыл китеби чыккан, уже аякта 20 жылдан ашык жашагандар, баары тең болгон нерселер, азыр үйлөрдү кантип талкалайсыңар? Карапайым элдин үйлөрүн кантип талкалайсыңар? Кантип ошонго духуңар жетет да? Ошончо элди ошол жактан кетиришти. Бул туура эмес. Бул мыйзамга жатпаган. Башында муну караш керек болчу.
Эми азыр болор иш болду. Уже тияктан частный собственностьтен бар, кызыл китептен бар. Силер уже аны ала албайсыңар. Алганга укуңар да жок. Укуңар да жок. Силер ошону азыр түрттүрөбүз деп чыктыңар. Нурдан иним, сен жакшы результаттарды көрсөттүң. Жакшы результаттарды көрсөтүп атасың. Жакшы эмелерди. Могу жасаган жолдорду тазалагандарың абдан сонун болду. Бирок могу жерде Ататюрк паркын эметпейли го. Как юрист, скажите, экс-мэров можно ли привлекать к ответственности? Конечно, можно. Если в свое время он нарушил закон, то привлекать можно смело. Привлекать смело, если в части преступления, совершенные с коррупцией. Потому что по коррупции сроков давности нету. По ним можно привлекать. А по другим видам мошенничества, то все, там сроки давности есть. Сроки давности совершения преступления. Поэтому под некоторым преступлениям привлекать экс-мэров просто невозможно. А если в части связано с коррупцией, то по статье коррупция можно смело привлекать к уголовной ответственности всех экс-мэров. Вон тех экс-мэров всех надо привлечь к уголовной ответственности, которые выдавали изначально вот эти земли по Ататюрку на строительство этих. Надо привлекать председателя правительства, который в свое время подписал этот указ. Вот и все. Поэтому мына азыр дагы ушу кайталап кетейин, уважаемые фейсбукчане, я на этом на русском тоже опять продолжу. Дело в том, что сейчас будет один процесс. Я поеду на этот процесс. Я хочу посмотреть, как проходит. И я буду этот процесс комментировать. Я буду комментировать каждое слово. Я буду комментировать каждое ходатайство прокуратуры. Я буду комментировать каждое действие, которое происходит вокруг этого дела. И когда я буду комментировать каждое происходящее по этому делу, то я не думаю, что данный процесс будет не хуже процесса вот этого Бишимбаева, или которого в Казахстане осудили. Потому что здесь уже хватит, надо уже говорить об этом. Надо говорить об этом, что вот такие нарушения законов идут. Если нарушение законов идет и какая-то личная заинтересованность, пускай делает. А если судья вынесет приговор, то судья сам себе подпишет приговор в будущем. Поэтому, уважаемые друзья, я все-таки призываю всех к соблюдению законов, соблюдению конституционных норм, соблюдению всех, которые есть закон. Закон плох, но это закон. И поэтому, ваши уважаемые друзья, все-таки в Кыргызстане, я так думаю, будет сила в правде, а не правда в силе. Поэтому большое спасибо за то, что вы уделили внимание. Алга Кыргызстан. До следующих встреч.